Я когда сюда шла, и когда мне прислали приглашение, я, конечно, очень заинтересовалась мероприятием. Меня зовут, извините, да, меня зовут Нурия Кутнаева, я инспектор секретариата Совета обороны. И как раз вот мы работаем в сфере противодействия коррупции, по демонтажу коррупции, уже сегодня несколько раз прозвучало. Когда я сюда шла, я хотела просто послушать. Я заинтересовалась двумя презентациями, которые были анонсированы. Это по учебникам. Послушать, я вижу здесь, что учителя присутствуют. Я хотела послушать вашу реакцию на учебники, хорошие, может быть, не очень, и что нужно, какие рекомендации вы дадите, а также услышать презентацию Чинары. Ну вот сегодня я послушала ваши мнения, вот здесь вот Сергея Капаровича услышала, что все это впустую. На самом деле все это не впустую, все мы слушаем, внимаем, так сказать. Но у меня родилось в процессе слушания, я захотела поделиться с вами, потому что вот, учитель, да, вы сказали, что на самом деле это вся борьба с коррупцией это просто так. На самом деле это не просто так, и я хочу рассказать сам процесс, чтобы вы поняли, насколько скрупулезная работа проводится, чтобы выявить сначала коррупционные риски в любой системе, а затем и предложить антикоррупционные мероприятия. Ну, вот здесь речь идет о рабочей группе Совета обороны. Рабочая группа Совета обороны была создана благодаря указу президента в 2013 году, в ноябре. И рабочая группа состоит из 13 человек, там есть представители государственных органов, это, например, первый заместитель генерального прокурора, секретарь Совета обороны, заместитель секретаря Совета обороны, ну и так далее. Но также и представители академических кругов, и независимые эксперты, там, и бизнес-сообщество. То есть это достаточно такая разнородная группа. Что было сделано в 2016 году, то есть, извините, каким образом происходит составление детализированных планов? Состоит из 5 этапов, вы видите на экране. То есть на первом этапе выявляются коррупционные схемы или риски, на втором этапе разрабатываются предварительные меры. Каждый этап проходит через рабочую группу Совета обороны, через заседание. Заседания проводятся каждую неделю, то есть каждый четверг. Рабочая группа собирается и рассматривает вот эти вот антикоррупционные мероприятия. И только на третьем этапе принимается детализированный план по демонтажу коррупции. Вот эти 3 этапа с 1 по 3 могут занять от 3 до 5 месяцев. Это очень тщательная работа, очень такая детальная, и поэтому очень часто вот эти планы, они состоят из 100 мероприятий или 150 мероприятий. По детализированному плану в сфере образования разработаны, вы видели, 168 мероприятий. Дальше происходит мониторинг исполнения плана, то есть это может быть через полгода, через год, и актуализация, то есть обновление. Это постоянный процесс, нельзя сказать, что мы приняли план, забыли про него и все. То есть это цикл, вы видите, это круг. Это будет дальше продолжаться. Ну вот в 2014 году 13 госорганов рассмотрены, в 2015 году там еще следующие, и в 2016 году, то есть с 2013 по 2016 год 33 государственных органов, в том числе и Министерство образования и науки. Ну вот некоторые факты. С ноября по 2016 год проведено более 70 заседаний и разработаны детализированные планы для 33 государственных органов. То есть секретариат Совета обороны разрабатывает антикоррупционные планы, аппарат правительства реализует, реагирует уже Генеральная прокуратура и оценивает гражданское общество. Изменения в 2016 году какие были? В настоящее время антикоррупционные планы являются нормативно-правовым актом, который обязателен для исполнения. В мониторинговую группу, то есть когда мы непосредственно приходим в госорган, входят не только теперь представители секретариата Совета обороны, раньше так было, теперь это и Генеральная прокуратура, и аппарат правительства, и общественные советы,
и независимые эксперты, принимавшие участие в разработке детализированных планов. И по результатам мониторинга выносится акт прокурорского реагирования. И сведения направляются в аппарат правительства, то есть это достаточно серьезная работа. И теперь в состав рабочей группы Совета обороны входит вице-премьер-министр Кыргызской республики. И таким образом протоколы заседания рабочей группы направляются прямиком вице-премьер-министру и дальше рассматриваются на его уровне. Ну, причины, наверное, я не буду рассказывать, это не очень интересно. А сквозные зоны, ну вот, в принципе, Чинара здесь уже озвучила все их, я не буду останавливаться. Я скажу, вот эти детализированные планы, основной акцент в них на выстраивание оптимизированной системы управления той или иной отраслью, то есть сектора, прозрачность и жесткая регламентация всех процессов в госорганах, четкие разграниченные функции и полномочия, эффективная законодательная база и автоматизация. И вот здесь вот, почему я решила сделать презентацию, потому что мы сейчас на таком этапе, когда мы хотим выстроить связь с общественностью, потому что именно доступ к информации о коррупционных рисках и мерах по противодействию является основным индикатором того, что общество понимает, с чем нужно бороться. Потому что, когда говорят коррупция в образовании, сразу все люди думают только о взятках в школе, вот как уже говорили, поборы, или взятках там, в университетах. Но на самом деле это очень узкое понимание коррупции. На самом деле не было бы 168 мероприятий, если бы была только проблема в поборах там, в школах или в университетах. И мы хотим включить представителей гражданского общества в антикоррупционную деятельность. И посмотрите, пожалуйста, на третий пункт. Делегировать полномочия, контрольные функции по противодействию коррупции и обеспечить общественный контроль. И вот в этом плане сегодня данную презентацию я презентовала в Генеральной прокуратуре, где показала, что мы поручили всем государственным органам разместить данные детализированные планы на всех, то есть на соответствующих веб-сайтах. И в качестве примера я привела сайт Министерства образования. Единственное, конечно, там вот детализированные планы размещены не совсем там, где нужно, то есть это нужно покопаться, а так они должны быть на видном месте. Но я думаю, что это решаемый вопрос. Вы видите здесь вот вторая строчка сверху, это детализированный план пошаговых мероприятий. Если вы на него кликнете, то вы увидите полностью отсканированный этот план. И впоследствии необходимо будет, то есть каждый госорган должен не только сам план разместить, но и отчет государственного органа по исполнению, а также практические достижения. То есть все вы, ну не только вы, а все вообще граждане Кыргызской республики могут зайти и посмотреть, что там было разработано, и оценить, насколько правильно это все исполняется. Мы считаем, что только так можно будет обеспечить общественный контроль противодействия коррупции. Ну вот в качестве примера, вот здесь вот по ГРС, размещение отчета госоргана на сайте они разместили, и размещение практических результатов госоргана. То есть граждане не всегда владеют, может быть, юридическими там какими-то тонкостями, или там вот очень часто госорганы пишут на чиновничьем языке, там согласно постановлению такому-то. Мы попросили госорганы сами переработать эту информацию на человеческом языке, разместить, что было. Вот здесь вот вы видите. Вот, коррупционная схема 21, отсутствие расчетов или намеренное занижение стоимости при расчете сельскохозяйственных потерь, описание коррупционного риска, причина, почему это происходит, и непосредственно, что было сделано. Таким образом, да. Соберемся? Да. Нет, я говорю, давайте какой-то этот вывод, потому что очень хочется людей, вам же тоже хочется услышать, что они говорят про учебники. Все, я вот, кстати, уже закончила. Да, я хочу сказать, что таким образом мы очень хотим получить от вас обратную связь, чтобы вы посмотрели конкретно детализированный план. Я считаю, что вот мы с Гульмирой Каримовной уже встретились. Там налажена очень хорошая коммуникация внутри министерства.
И сейчас этот план будет исполняться. И я считаю, что если вы еще будете также нам через вот общественный совет доносить, может быть, какую-то информацию в том смысле, что мы не всеведущие, мы, конечно, на экспертов полагаемся, но мы не знаем, может быть, всю информацию. А если бы вы нам подсказали, в какую сторону больше посмотреть, нам было бы очень удобно, и вам также было бы очень хорошо, и всему обществу также. Да. Все.